Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, участники нашего онлайн-круглого стола. Проблемы и перспективы реализации проекта «Финансовая грамотность» в образовательных организациях Республики Коми. Сегодня на нашем круглом столе присутствует начальник отдела методологии и бюджетного процесса Министерства финансов Республики Коми Синицкая Наталья Валерьевна, главный экономист экономического отдела отделения Национального банка Республики Коми Адаменко Ирина Михайловна, заведующий кафедрой экономики и менеджмента КРАКСУ Ружанская Наталья Вячеславовна, Квашнева Алена Егоровна, начальник учебно-методического управления КРАКСУ, и Свирелкина Елена Николаевна, директор Института дополнительного профессионального образования и управления консалтинга КРАКСУ. Также у нас присутствуют специалисты управления образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Это Савина Юлия Анатольевна, заместитель Министерства образования, заместитель начальника отдела развития общего образования. И Туркина Севиль Валерьевна, специалист отдела развития общего образования Министерства образования Республики Коми. Вот таким составом мы сегодня с вами, уважаемые коллеги, должны будем обсудить вопросы, которые задают нам педагогические работники образовательных организаций Республики Коми, поскольку сейчас со стороны различных ведомств и образовательных организаций идет большой запрос по данной тематике, по обеспечению процессов финансовой грамотности на всех уровнях образования и во всех уровнях, можно сказать, населения, в том числе Республики Коми. И данный круглый стол посвящен методической поддержке и формированию базовых навыков финансовой грамотности и принятия финансовых решений в области управления личными финансами. Наша задача методически поддерживать педагогов Республики Коми, систему образования Республики Коми с целью, чтобы каждый педагог, каждый родитель по возможности, и учащиеся могли находить необходимую информацию, могли знать, как этой информацией управлять и распоряжаться. Поэтому просим считать наш круглый стол открытым. И слово предоставляется Наталье Валерьевне Синицкой, начальнику отдела методологии бюджетного процесса Министерства финансов Республики Коми. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Изначально я хотела бы рассказать вообще об основных аспектах повышения финансовой грамотности в Российской Федерации в целом, о планируемых направлениях, перспективах развития этого направления деятельности, что сделано у нас в Республике Коми на сегодня, какая координация мероприятий этих осуществляется. Так вот, в целях реализации стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации с 17 по 23 год у нас в Республике Коми утвержден Координационный совет распоряжением 561-Р от 12 декабря 2017 года. Кроме того, подписано соглашение между Министерством финансов Российской Федерации и Республикой Коми о взаимовыгодном сотрудничестве в данном вопросе. Соглашение подписано 17 июля. Кроме того, в рамках уже деятельности Координационного совета, членов Координационного совета привлекали для разработки региональной программы повышения финансовой грамотности. На сегодня эта программа, вот буквально мы ждем, может быть, сегодня она будет подписана. Лариса Владимировна, мы прямо ждем как горячий пирожок, потому что завтра состоится у нас ВКС, видеоконференц-связь межрегионального значения. И мы, Республика Коми, представим свой опыт, ну, по крайней мере, тот опыт, которым мы владеем, которым мы на сегодня можем заявить, на территории всей Российской Федерации. То есть мы будем транслировать свой опыт на другие регионы. Этот
Это мероприятие проходит у нас регулярно, практически раз в месяц у нас эти видеоконференц-связь проходит. И мы внимательно слушаем тот опыт, который представляют регионы. Мы считаем, что очень много сделано у нас в республике, и необходимо об этом сказать и поделиться своим опытом. Какие, значит, основные направления развития финансовой грамотности планируются в Российской Федерации? Не так давно я принимала участие в конференции по повышению финансовой грамотности, которая состоялась в Архангельске. Там был представлен опыт регионов, которые явились пилотниками реализации вот этой программы, которые получали средства из федерального бюджета, но не напрямую, не в бюджет. Они получали средства на реализацию конкретных проектов по финансовой грамотности. И теперь эти проекты они транслировали тем регионам, которые еще только планируют развивать в рамках повышения финансовой грамотности, вот в рамках, опять же, тех соглашений, которые заключены с Министерством финансов. Сразу хочу отметить, что да, вопросов возникает очень много по финансовой грамотности. На сегодня в Российской Федерации у нас реализуются 3 проекта. 3. Это проект, получается, Министерства финансов Российской Федерации, Министерство образования Российской Федерации и Банка России. Проект Банка России отдельно. И отдельно еще проект по бюджетной грамотности. На сегодня представители Министерства финансов Российской Федерации пообещали, что в ближайшее будущее, по крайней мере, 2 проекта будут схлопнуты. Это бюджетная грамотность и финансовая грамотность, которая курирует Минфин, Минобраз и Банк России. По поводу, останется ли отдельным вот этот проект, который осуществляет Банк России, это еще под вопросом. Либо они все-таки схлопнутся. Тоже также представитель Минфина Российской Федерации отметила, что в декабре должен быть издан план-график по реализации стратегии финансовой грамотности, в котором все-таки предполагается, что эти вопросы разграничения полномочий по реализации мероприятий будут урегулированы этим планом-графиком. Потому что, в принципе, как видите, на местах, у нас, например, в регионе, мы очень тесно сотрудничаем и с банком, Национальным банком, и с Минобразом, и со всеми другими организациями, и учебными организациями в том числе. И хотели бы все-таки, чтобы на уровне Российской Федерации тоже все эти уважаемые органы, организации нашли какой-то консенсус и облегчили жизнь, в первую очередь, для учителей. Потому что мы понимаем, что проектов много, а реализуют их конкретные люди. И когда очень много спускается различных мероприятий в рамках различных каких-то проектов, скоординировать свою деятельность, причем основная деятельность все-таки является образовательной, да, очень сложно. Но вместе с тем все-таки хочется отметить, что финансовая грамотность граждан, она начинается и планируется, начинается с детей. И поэтому, учитывая, что Российская Федерация большое значение придает этому вопросу, потому как если вы прочитаете преамбулу этой стратегии по повышению финансовой грамотности, вы поймете, в чем проблема, почему все-таки Российская Федерация заинтересовалась так глубоко этим вопросом. И учитывая ту информацию, которую я получила на конференции в Архангельске, представители, которые занимаются этими вопросами, сообщили, что в ближайшее время в ВОСы будут внедрены эти вопросы по финансовой грамотности. У меня даже есть ряд уже на руках документов, не документов, методических каких-то, может быть, брошюр, да,
Вот, допустим, Архангельский областной институт открытого образования сформировали федеральные государственные образовательные стандарты вот в такую вот книжечку «Финансовая грамотность для начальной школы. Сборник практических заданий». Причем отдельного предмета по финансовой грамотности не будет. А будут внедрения модулей, отдельных модулей в конкретные предметы. Это и, допустим, обществознание, география, математика, алгебра, начальная школа, иностранный язык. И даже, ну не знаю, на сегодня, по крайней мере, я не видела таких учебных пособий по литературе, но вот нам рассказывали, что опыт у литераторов тоже такое есть. Вот. Кроме того, существуют различные измерительные материалы по финансовой грамотности. Вот нам тоже дали такой информационный бюллетень. Так, секундочку. Измерительные материалы для оценки финансовой грамотности. Представлен Институт стратегии развития образования Российской Федерации и Рост, или как правильно называется организация, которая... Да? Рост. То есть там тоже вот эти измерительные материалы есть. Там есть тесты входящие, то есть какой уровень знаний у детей до того, как они обучились. Есть материалы по обучению в рамках финансовой грамотности и тесты исходящие, то есть уже по окончании. Я коллегам оставлю ссылки, где можно все это найти, то есть компоную их по мере, значит, возможности, не знаю, как быстро это получится, постараюсь побыстрее. И, я так понимаю, всем разошлете в муниципалитеты, да? Всем участникам, всем муниципалитетам направим. Да. Угу. Ну, вообще, как бы, это вот, так скажем, основные аспекты, да, что вот будут разработаны и ГОСТы, и стандарты, и какие-то модели. Я не совсем разбираюсь в аббревиатурах образования, так вот глубоко, да, но вот я так понимаю, что работа в рамках образовательного процесса по финансовой грамотности в настоящее время усилена. И поступит прям блок каких-то документов. Сказали, регионы поступят в конце года уже вот эти материалы. Если немножко пока абстрагироваться, да, от того, что планирует Российская Федерация, я хочу отметить, что по итогам, у меня пока данные есть по итогам 2017 года, по мероприятиям финансовой грамотности, которые проводили и финансовые органы, и представители Нацбанка, расчетно-кассовые центры, и ФНС, и ПФР, Соцстрах, Сбербанк, СКБ банк, Россельхозбанк, Росгострах, администрация муниципальных образований, учителя, в общем, проведено буквально 114 учебных заведений, различных мероприятий, 5540 участников, 124 эксперта. Планируем, что, не знаю, завтра, наверное, у нас будут только предварительные данные по реализации вот этих мероприятий, которые проводятся в рамках финансовой грамотности. Но еще раз повторюсь, у нас запросов с Федерацией по финансовой грамотности очень много. Вот сегодня мы реализуем те мероприятия, которые нам предлагаются сообществом «Сафир». Это от Банка России предложения идут, это, я так понимаю, некоммерческая организация, общественная организация, которая занимается этой финансовой грамотностью. В ближайшее время, в конце ноября, у нас будет неделя сбережений, которая реализуется Министерством финансов, Минобразом и Банком России. Потом еще какой-то очередной конкурс. Весной будет неделя повышения финансовой грамотности в учебных заведениях. Вот я все-таки думаю, что наша программа повышения финансовой грамотности, региональная программа, она станет вот, тем компонентом, который позволит объединить все вот эти мероприятия, и на основании которых можно будет сделать некий график все-таки работы, скоординировать деятельность в этом направлении и облегчить жизнь учителям и тем волонтерам финансового просвещения, которые осуществляют свою деятельность. Потому как и у вас, и у нас все-таки профильный вид деятельности немножко другой.
И финансовая грамотность, она должна просто вплетаться в тот процесс, который мы все с вами осуществляем. Она не должна его усугублять. Вот. Кроме того, мы попытались сформировать реестр волонтеров финансового просвещения. На сегодня у нас, исходя из той информации, которой мы владеем, 261 человек является волонтером. Но это данные с 2013 года. То есть кто-то, допустим, если выступал в рамках волонтерства, в рамках каких-то лекций, уроков по финансовой грамотности, мы их тоже туда все включили. Из них 57, насколько тоже, вот, исходя из той информации, которую нам представили, зарегистрированы на сайте доброволец.рф. Вместе с тем, мы вчера тоже встречались с представителями Министерства образования нашего Республики Коми, и мы поднимали вопрос о том, что волонтер финансового просвещения должен быть человек, который имеет определенный документ, сертификат. Потому что особенно это касается волонтерства в школах. Потому что без какого-то сертификата идти к детям, я считаю, это, наверное, не совсем правильно, не совсем целесообразно, потому как учитель, когда работает с детьми, у него есть определенные справки, да, насколько я знаю, там какие-то документы, квалификации, да. Мы, к сожалению, даже я, да, являюсь волонтером финансового просвещения, но в той мере, в которой сейчас это возможно сделать, у меня нет документов, подтверждающих, что я адекватный человек и могу вот заниматься с детьми. Все-таки, мне кажется, вот сертификация какая-то должна быть. Эта сертификация, насколько тоже я знаю, предлагается Министерство образования, вот нам представляло информацию в рамках тоже вот этого сайта Добровольчества России. Что, забыла, как называется. Российское движение школьников. Нет, немножко не это немножечко. Но я в любом случае ссылку тоже туда включу в общую информацию, да. То есть минимум навыков у волонтера финансового просвещения должно быть. Вот, потому как те открытые уроки, которые прошли в Астрахани, я была на открытом уроке у профессионала своего дела, человек, который занимается, сейчас даже зачитаю регалии, потому что действительно этим человеком восхитились все те, которые присутствуют на этом уроке. Лавренова Екатерина Борисовна, не знаю, может кто-нибудь уже сталкивался с ее работами. Советник директора проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования Российской Федерации» по образовательным вопросам, эксперт проекта, соавтор УМК по финансовой грамотности, педагог, кандидат педагогических наук. То есть она практикующий волонтер финансового просвещения. Не знаю, вы уже не работали с ней, да? Вот, мы были на открытом уроке данного человека. На ура, и детям видно было, значит, что они мало того, что они получили информацию, они ее усвоили, и мы это увидели действительно. Вот такие вот люди, я считаю, должны работать с детьми, но, к сожалению, вот мне иногда идет как бы бумерангом та информация, которая поступает либо от педагогов, либо от родителей детей, в рамках, которые участвовали в рамках мероприятий по финансовой грамотности. И бывает такое, что да, специалисты какие-то приходят, там себе под нос чего-то по бумажке где-то, дай бог, значит, по бумажке прочитали, может быть даже и без бумажки, но так не слышно детям. И это получается отрыв и педагога от его основной деятельности, и детей, и самого специалиста, который, значит, занимается другими вопросами. Все-таки мероприятия эти должны быть ориентированы на результат. То есть мы говорим о том, что они должны быть действенными. И этим должны, опять еще раз повторю, должны заниматься люди, которые умеют это делать. Так. Хотелось бы, конечно, чтобы был какой-то интернет-ресурс. Мы уже об этом говорили не раз со всеми
и с представителями вот Сафиры, и с представителями Министерства финансов Российской Федерации, на котором как учителя, как волонтеры могли бы взаимодействовать друг с другом напрямую. Потому что на сегодня, да, имея список вот волонтеров финансового просвещения, к сожалению, это не наша основная деятельность, как сказать, взаимодействие вот волонтеров и тех групп, которые бы хотели бы услышать их выступления. Было бы замечательно, если бы это был интернет-ресурс, и потребители этой услуги могли бы напрямую выбрать ту тему, которая она интересна на сегодня, и вшить в тот план, и план бы был у волонтера, и план был бы у школ или у той группы заинтересованных лиц, которые хотели бы послушать этого волонтера. Поэтому мы продвигаем эту идею на уровне Российской Федерации, потому что так как они запрашивают бесконечно у нас тоже информацию о проведенных мероприятиях, это было бы сразу у них на сайте, и им хорошо, и нам замечательно. Кроме того, хотелось бы тоже отметить, не знаю, может быть, коллеги с Нацбанка тоже скажут об этом, но в рамках конференции в Архангельске, получается, увидела такой факт, что те открытые уроки, селекторы, которые проводятся волонтерами посредством интернет, очень плохо востребованы на территории у нас в республике. Республика Коми занимает 70-е место. Я не знаю, с чем это связано. Либо отсутствие интереса, либо отсутствие возможности, либо какая-то другая причина. Я думаю, что это очень хороший ресурс, которым возможно воспользоваться, причем там как раз спикеры уже аккредитованы, то есть есть документы, подтверждающие, что они имеют право вещать вот ту информацию, которую они преподносят. Я считаю, что это здорово. Ну, вот предлагаю воспользоваться этим ресурсом. Да, и вот я думаю, что как раз та проблема, еще одна проблема финансовой грамотности, когда ряд организаций нам предлагают вдруг провести какое-то мероприятие в течение года, да, к сожалению, финансовый год у нас начинается с его планирования. Мы финансисты говорим так, да, то есть мы планируем бюджет, составляем свои расходы, планируем расходы на очередной финансовый год. И так включиться в какой-то проект, в какое-то мероприятие в течение года для нас это очень сложно, потому что любое мероприятие должно быть оценено. И оценка только в рамках грамот, наверное, это тоже здорово, но все-таки хочется, чтобы это какая-то оценка была все-таки в денежном выражении, когда мотивация будет выше. Вот, поэтому тоже как-то, наверное, будем работать, и вот завтра на видеоконференц-связи тоже будем предлагать то, чтобы планы проведения вот этих мероприятий были представлены ранее. То есть мы могли заранее скоординировать работу в этом направлении. Потому что вот сегодня мы, опять же, с Министерством образования работаем над тем, чтобы подготовить очередной нормативно-правовой акт о проведении очередного конкурса по финансовой грамотности «День рубля». Мы запустим буквально в кратчайшие сроки. Сегодня я просто еще раз уточняла порядок предоставления этих работ. Тоже они будут предоставляться в Сафира, потом жюри конкурсное возвращаться к нам, то есть очень сложная схема. Но в любом случае до 22 октября работы эссе школьников, там темы мы вышим полностью, можно формировать и представлять. То есть вот очередной конкурс по финансовой грамотности мы запускаем. То есть все-таки попытаемся урегулировать те регулярные, немножко тавтология, да, регулярные те мероприятия, которые проводятся в течение года, мы попытаемся их синхронизировать, включить в планы, и уже, чтобы всем было понятно, какие у нас мероприятия в рамках этого проводятся. Все-таки, да, необходимо тесное взаимодействие финансовых органов с образовательными учреждениями.
Потому что еще расскажу, отмечу, это важно, что основную долю информации по финансовой грамотности все-таки представляют учителя. Мы уже такие специалисты узкие, мы можем сказать о каких-то таких уже уникальных уникальной информации преподнести. Мы про бюджет назвали, про финансы, ну и так далее, пенсионный фонд, о пенсиях. А вообще, в принципе, формирование личности идет от учителя. Какие на сегодня рассматриваются тоже возможности по реализации проекта вот этого финграмотности? Тоже говорили о том, что опыт регионов показывает, что этим занимается некоммерческая организация, что в тех регионах, которые вот являются пилотными проектами, хотелось бы тоже, наверное, подумать над тем, чтобы все-таки основная доля по организации этой деятельности легла на такую организацию. Посмотрим, подумаем. Но не буду еще озвучить ряд проектов, которые можно было, конечно, реализовать. Это мы вчера замминистра образования проговорили, это после решения уже руководства будет озвучено. Но какие проекты реализуются в других регионах в рамках финансовой грамотности? Это квесты. Тоже советую рассмотреть сразу игру, которая называется «Не в деньгах счастье». Ссылку я на нее тоже вам кину. Почему советую обратить внимание? Потому что вот в рамках этого проекта, опять же, было озвучено, что планируется проведение чемпионата, всероссийского чемпионата по этой игре. То есть, чтобы он проходил в трехуровневом этапе. Первый муниципальный уровень, то есть у себя вы набираете там команду или как там, команду, наверное. Потом межрегиональный уровень, и потом от регионального уровня уже на всероссийский уйдет та команда победителя, которая, значит, будет. И планирует, что последний этап будет проходить в каком-нибудь лагере, там, Артек, Орленок, что-то такое, всероссийский финал вот этой игры. Можно немножко сразу добавлю, в деньгах счастья нам приходили комплекты. Да, приходили комплект игры, уважаемые коллеги получают их, конечно, не так много, в ограниченном количестве. В зависимости от численности детей, они были направлены в органы управления образования от 1 до 7 комплектов на управление образования. Конечно, это не так много, но начало есть. Ну, я хочу сказать, что для начального звена и для основного и среднего. Да, я хочу сказать, что в принципе вот эта вот игра, ее можно скачать на сайте. И самим на картоночку просто наклеить, допустим, что-то, то есть придумать можно, как вот это красиво оформить, то есть скачать, распечатать на цветном принтере где-то, если есть у кого-то там типография, можно в типографии распечатать. То есть это сделать возможно. Это в широком доступе. Отмечу, что вот этот вот проект, который реализуется совместно вот тремя крупными организациями, Минфин России, Минобразование и Банк России, который реализуется, он называется «Дружить с финансами». И у него тоже вот такой вот логотип, собачка зеленая. Почему я обращаю внимание вообще на этот проект? Потому как самое главное все-таки для нас, вот, к сожалению, да, одно из самых главных моментов – это наличие софинансирования. Наличие финансирования тех мероприятий, которые мы хотим реализовать. И нам Минфин России пообещал, что в 2020 году в свою программу, государственную программу, они заложат софинансирование вот этих мероприятий. Ну, какое оно будет, что там будет, мы, конечно, пока сказать не можем. Мы сами еще не знаем, я так понимаю, Минфин еще только разрабатывает. Но то, что финансирование будет, для нас это уже важно. И поэтому я все-таки ориентирую на вот этот совместный проект, но опять же не говоря о том, что нельзя участвовать в других. Если есть желание, возможность, мы будем приветствовать, мы будем поддерживать в любом случае. Тем более совместными усилиями с нашими коллегами. Вот, поэтому вот на этом портале «Дружить с финансами» вы можете найти все, начиная от НКУ, то есть учебных материалов, заканчивая этой игрой. То есть на этом портале все размещено. Даже, по-моему, насколько я знаю, примеры проведения уроков. То есть каким образом проводить уроки на определенную тему.
И наоборот, получается, вот представители Минфина Российской Федерации, они говорили о том, что все, что наработано в рамках этого проекта, это является общественным продуктом. То есть те участники пилотного проекта, они не являются чистыми собственниками его. То есть, так сказать, написав им, допустим, вот этим уже координаторам, можно получить, если это не коммерческая какая-то, не коммерческий какой-то проект, можно получить его себе в работу. То есть все найдете на сайте, координаты вот этих региональных представителей, все там есть. Так вот, про игру я сказала. Есть еще какая-то онлайн-игра, мой план, по-моему, вот тоже не так давно, вчера, по-моему, или сегодня тоже говорили про какую-то онлайн-игру финансовую. Телесериалы издают, журналы, пришкольные лагеря, очень хороший опыт Волгограда, но я думаю, что у нас не хуже, да, тоже опыт есть. Мультики различные, там и будни финансиста, смешарики, финансовые комиксы, флешмоб, сияние рубля, на радио, допустим, какую-то игру проводят на финансовую грамотность, и маленький какой-то приз тоже приятен тем участникам. Допустим, на Европе Плюс очень часто проводят различные какие-то конкурсы. Лично мне очень понравилась идея волонтеры дети детям. То есть на сегодня в рамках проектной деятельности, которая популяризируется, да, и в рамках образовательной деятельности, можно детям старшего звена реализовать такие проекты, которые бы несли повышали финансовую грамотность начальным классам, детям начального звена образования. Вот, я думаю, что это вообще замечательно. И одним хорошо, и другими. В рамках школы реализован проект. Кроме того, волонтерские отряды могут быть, финансисты. Там. Еще тоже очень интересный проект STEM. Но тут, конечно, больше касается студенческих, наверное, нам, по крайней мере, опыт рассказывали про студентов. Они проводили межрегиональный студенческий театр эстрадных миниатюр. Но я думаю, что это можно ведь организовать и со старшеклассниками. Если вот у нас, допустим, как-то мы совместно с Министерством образования попробуем реализовать этот проект, я думаю, что тоже будет это здорово. Допустим, на тему мошенничества. Тут и Нацбанк с нами взаимодействует. Я думаю, что когда со всех муниципальных образований, допустим, дети, вернее, даже в рамках школы, да, команда какая-то делает видеозапись представления своего, потом эта видеозапись представляется на уровень региона, те отбирают, и, соответственно, уже потом финал, выходят уже те победители, и некий получается концерт вот этих вот всех миниатюр. По крайней мере, вот в Ставрополе сказали, просто на ура вот этот конкурс прошел замечательно. То есть если все как бы у нас сложится, и если мы все-таки решим провести, я думаю, что тоже будет очень здорово. Танец Финграм, с пожилыми работает тоже там МВТ и Роспотребнадзор. То есть у нас финансовая грамотность не только в рамках школы, да, и другие тоже. Кванториум, модуль бизнес, ММСО, создают кейсы по разным мероприятиям, защищают их проекты, но я вот уже говорила. В Саратове каждый сентябрь проходит научно-исследовательская конференция «Лабиринт». Ну и очень-очень много других мероприятий. Для детей-сирот тоже очень понравилось мероприятие, проводят конкурсы по номинациям. Допустим, за продуктами или сравни и купи, делай ремонт. То есть дети, у которых нет опыта бытового, они участвуют в этом конкурсе, в то же время обучаются. То есть, допустим, за продуктами они должны рассказать, почему они покупают именно в этом магазине именно эти продукты. То есть дети учатся считать. Ну, такой практический конкурс, да, и вот максимальный приз, они говорят, 4000 рублей. Это не так много, но вместе с тем идет на пользу, да. Конкурсы сказок. Тоже есть такой замечательный, мне дали тоже брошюрка такая. Моя первая сказка про финансы, тоже Архангельский областной институт открытого образования, тоже под эгидой «Дружи с финансами».
чудесные сказки, детский сад, авторы текста, допустим, Минина Валерия 3 года и Минина Евгения Александровна мама. То есть они совместно дома сочиняют сказки такие замечательные. Это как бы идет работа и родители с ребенком, и в принципе и мама, прежде чем что-то написать, она тоже должна понимать, о чем говорить с ребенком и как. Но интересные довольно-таки такие сказочки, вот эта вот брошюра такая замечательная. И даже стихи есть, по-моему. Такие интересные темы. Кот Тимофей и волшебное перышко. Не знаю, просто чем заканчивается. Зверь-банк, каждому зверю теплый дом. Путешествие денежки, Мишкины деньги. Ну, такие очень интересные сказки. Я думаю, что у нас тоже нужно реализовать такой проект. В принципе, в рамках уже нашего существующего проекта «Секреты денежки», как бы министр финансов республики уже дала добро, сказала, мы можем найти средства на реализацию этого проекта. Также сказали, что в Фейсбуке даже скоро откроют площадку для СМИ. То есть, если вы работаете со СМИ, они тоже должны понимать, для чего осуществляется это мероприятие. Кроме того, на сайте Росучебник тоже есть учебно-методические вот эти комплекты. И к концу года будут еще какие-то модули, значит, представлены. Так, что еще сказать? Я думаю, что про День открытых дверей, который прошел в рамках нашего Нацбанка, не расскажете. Но я просто хочу сказать о том, что вот эта совместная деятельность по финансовому просвещению, конечно, дает такие интересные результаты. Я лично участвовала в мероприятии, которое проводил Нацбанк, День открытых дверей, и очень много было детей, которые играли в различные игры. Тоже вот Кракс, по-моему, тоже были, к сожалению, не видела вас, да. Вот, были. Да. Вот, то есть, тоже, опять же, по отзывам родителей, тех детей, которые участвовали в этом мероприятии, они просто были в восторге. Да, они, да, то есть до такой степени все понравилось. То есть, когда продумано мероприятие, и получается оно в неурочное время еще, то есть это как развлекательный процесс. И нам тоже вот говорили на этой конференции, что самый удачный инструмент обучения вот этой финансовой грамотности – это игра. То есть, когда играют или вот какие-то интерактивные занятия проходят, да, тогда идет на ура. Потому что, к сожалению, порой вот эти вопросы финансовой грамотности, они очень сложны для детей. Поэтому желательно, чтобы все-таки это проходило в какой-то игровой форме. Кроме вот завтрашнего дня, ВКС, волонтеров финансового просвещения, мы планируем совместно, опять же, с Министерством образования, вот, РАКС, провести форум финансовой грамотности, который планируем провести в декабре. От финансовой грамотности к благосостоянию. Так называется форум. На сегодня мы формируем проект, план проведения этого мероприятия. Дали согласие на участие в этом мероприятии представители Минфина России. Вот Лавренова Екатерина сказала, с удовольствием приеду, даже могу провести открытый урок. Было бы, я думаю, что тоже замечательно, вот как бы показать и транслировать на тему муниципального образования, которые не могут, допустим, не смогут приехать на этот форум, посмотреть, как это все осуществляется. И она расскажет, еще раз повторит, где можно взять вот эти все материалы. Так, ну и я вот тоже думаю, планирую и тоже обращаюсь и к представителям Министерства образования, науки и молодежной политики, и КРАКС, который является организатором проведения конкурса «Секреты денежки», что опыт показывает, да, результаты интересны, потому что с каждым годом у нас работы более насыщенные становятся, более, как бы, они несут определенную мысль уже, то есть не просто я тут уже тоже как-то выступала, говорила о том, что у нас не просто копилочки уже, да, рисуют, а уже осмысленно рисуют, допустим, движение денег.
какие деньги бывают, как они, куда движутся, какой, значит, их путь. И вот хотелось бы все-таки привлечь большее количество участников в этот конкурс. Я так думаю, что мы все-таки этот конкурс запустим раньше. То есть, может быть, даже с начала года, чтобы это было у нас не с мая месяца, когда все детки у нас в отпусках вместе с учителями, да, а пораньше. И тем самым будет время и у учителей, и у потенциальных участников нашего конкурса принять участие в нем. Учитывая, еще раз отмечу, что призы в этом конкурсе денежные. И в одной из номинаций, вот, не знаю, как у нас на следующий год сложится, но вот, по крайней мере, в этом году видеоконкурс у нас парень получил 8 тысяч. Да. Я думаю, что там здорово, даже очень даже хорошо. Ну и, в принципе, детки, те, которые рисовали, по 1500 для младшего школьного времени, ну, школьного возраста, я тоже думаю, что очень хороший приз. Также обращаю ваше внимание, что у Роспотребнадзора тоже есть очень хорошая база. Есть такой тоже блог «Могу, хочу, знаю». «Хочу, могу, знаю», прошу прощения. Там тоже очень много различных материалов. Вот такие. Ну, конечно, они больше ориентированы, наверное, на взрослое население, но я думаю, что нужно посмотреть, может быть, что-то есть и направленное на детей. Тут на взрослое население очень доступно, красочно тут все оформлено. Я, к сожалению, сама еще не успела посмотреть материалы. А вот по поводу журналов, вот нам, допустим, Томск представили 2 таких журнала «Ваши личные финансы». Они регулярно их издают, и идея такая, чтобы читали эти журналы те знаменитые люди, которые прибывают в регион, они у них берут интервью, вот именно на тему, касающуюся финансов. Вот, допустим, Андрей Чадов рассказал о том, что он кредитов не беру, свобода выше денег. Такие вот интересные подходы. Кроме того, сказали, что планируются электронные какие-то образовательные возможности, разрабатываются на сегодня тоже. И, да, и тут может быть еще, опять же, в адрес Министерства образования и КРАКСа, тут такой опыт тоже интересный, что при победе в Олимпиаде Высшей школы экономики добавляют 10 баллов ЕГЭ. То есть, вот, может быть, тоже рассмотреть возможность, как бы, если мы какие-то конкурсы будем проводить, может быть, либо даже участие в этой Олимпиаде. Ну, я говорю, опять же, там нужно рассмотреть возможность. И вот в завершение своего выступления, так долго отняла время, да, могла бы еще много рассказывать, но хотелось бы тоже послушать коллег. Хотелось бы отметить, что все-таки все мероприятия, которые мы проводим в рамках повышения финансовой грамотности, они должны быть результативными. Это самое главное. И не усугублять ту деятельность, которая является у нас основной. Поэтому на сегодня у нас самая главная задача урегулировать все вот эти процедуры по проведению финансовой грамотности. Да. И надеюсь, что у нас это все получится. Спасибо. Большое спасибо, Наталья Валерьевна. Такой содержательный доклад у вас получился, очень много информации. Думаем, что будет много вопросов по результатам вашего выступления. Ну и будем ждать от вас материалов, да, чтобы нашим педагогам их также направить по запросам в муниципалитеты. Ну и в продолжение, да, предлагаем заслушать Ирину Михайловну Адаменко, как представителя тоже финансовой организации, главный экономист экономического отдела отделения Национального банка Республики Коми. Добрый день. Я, конечно, хотела остановиться большим докладом, но вы уже почти все рассказали, да. Поэтому я остановлюсь на том, чему мы сейчас уделяем особое внимание. У нас, конечно, аудитория очень обширная по проведению мероприятий по повышению финансовой грамотности. С этого года у нас в эту аудиторию включены субъекты малого и среднего бизнеса, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей,
Также мы со взрослым населением и населением пенсионного возраста должны взаимодействовать в этих вопросах. Но приоритетной группой, конечно, у нас остаются учащиеся образовательных организаций всех уровней образования. И в связи с этим можно сказать, почему они остаются. Потому что у нас заключено соглашение, как у Банка России с Министерством образования Российской Федерации, так и у нас, наша республиканская по Республике Коми. И в рамках этого соглашения у нас разработан перечень мероприятий в области повышения финансовой грамотности на 17-21 годы. И вот сейчас мы все вместе их реализуем, эти мероприятия. Что предусматривает и над чем работает сейчас Банк России? Это внедрение элементов финансовой грамотности в федеральный государственный образовательный стандарт, подготовка и апробация учебно-методических материалов по финансовой грамотности, проведение региональных мероприятий по финансовой грамотности в образовательных организациях, обеспечение подготовки и повышение квалификации педагогических работников, в том числе на базе региональных институтов образования. И онлайн-обучение, на котором я хочу потом остановиться более конкретно, на онлайн-обучении. Вот на уровне дошкольного образования в этом году мы совместно с Министерством образования определили перечень дошкольных образовательных учреждений, которые уже реализуют или планируют запустить курс финансовой грамотности. Этим учреждениям мы предоставили примерную парциальную образовательную программу дошкольного образования, которая была разработана Банком России совместно с Министерством образования Российской Федерации. Также мы направили методические рекомендации по вопросам преподавания основ финансовой грамотности. И также в наши задачи входит по мере возможности оказание консультационной поддержки педагогов по внедрению программ. Потому что вы, конечно, понимаете, что мы не можем, как сотрудники Банка России, рассказать, как эти программы надо внедрять, потому что мы в этом вопросе некомпетентны. Но именно какие-то частные вопросы, именно вот вопросы финансовой грамотности, там, кредиты, финансы, деньги, что это вот для педагогов, мы, конечно, готовы рассказать, что это такое. А вот на уровне общего образования, также в этом году мы совместно с Минобразованием подготовили реестр опорных школ. Теперь, если раньше у нас было два вида школ, пилотные и опорные, теперь все они преобразовываются в опорные школы. Это те школы, которые будут внедрять финансовую грамотность в образовательный процесс. Были Банком России совместно с Минобразом разработаны методические рекомендации по вопросам преподавания финансовой грамотности и учебно-методический комплект уже в новой редакции «Основы финансовой грамотности» для учащихся 8-11 классов. Вот в целом по Российской Федерации этот учебно-методический комплект был уже предоставлен безвозмездно 420 школ, которые вот сейчас могут внедрять в свои учебные программы данный курс. В нашей республике в настоящее время, по нашим данным, только в одной школе в бесплатной основе есть вот этот учебно-методический комплект. Но те школы, которые вот сейчас в сентябре выявили желание и подписали обязательства о том, что они являются опорными школами, им этот учебно-методический комплект будет предоставлен на бесплатной основе. Также Банком России на уровне общего образования были подготовлены изменения в федеральный общий государственный стандарт образовательный, да, в части требований к результатам освоения основной образовательной программы. Проводятся онлайн и очные уроки по финансовой грамотности, организуются дни финансовой грамотности в учебных заведениях, которые вот с началом этого учебного года у нас очень активно идут. Вот можно сказать одну цифру, что вот с 1 по 21 сентября наши сотрудники провели 21 мероприятие. Не только в Сыктывкаре, но также и в расчетно-кассовые центры, в частности в городе Ухте.
Также мы готовы оказывать консультационную поддержку педагогическим работникам. Да, Банком России подготовлено более 100 информационных материалов по основным темам финансовой грамотности. И по информации Банка России ведется работа над концепциями предметов обществознания и технология в части включения в их содержание, да, вот этих вот основ финансовой грамотности. На уровне среднего профессионального и высшего образования в стандарт среднего профессионального образования включена отдельная общая компетенция, называется вот она как-то по-особому ОК-11, использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. Да? Общекультурная. Общекультурная, да. Да. У нас не расшифровано, я не могла сказать. Да. Разработаны методические рекомендации по включению финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального звена. Запустили подготовку преподавателей вот именно по этому направлению финансовая грамотность на базе Московского государственного университета и Московского педагогического государственного университета. Совместно с Минобразом разработаны модули по финансовой грамотности для образовательных программ по высшему образованию, в том числе по направлению подготовки педагогического образования. Запустили, сейчас вот мы даже и запрашивали у Минобраза потребность, да, преподавателей в повышении их квалификации через региональные институты повышения квалификации. Направили в региональный институт повышения квалификации, в частности мы и Минобраз, методические рекомендации по повышению квалификации педагогических работников. Придет. Или пришло. У меня уже, потому что есть сообщение, что вы прочитали. Да. Ведем мы активную работу по подписанию соглашений о сотрудничестве по финансовой грамотности с вузами. Это в частности, чтобы у них были программы по повышению квалификации педагогов. И также очень серьезно проводим мы образовательные мероприятия для студентов, колледжей и вузов. Никому пока не отказываем. Какие у нас направления пока развития? Планируем, вот Банк России планирует обучить более 3000 учителей. Я надеюсь, наверное, мы тоже здесь подключимся к этому вопросу. На регулярной основе проводить всероссийские научно-практические конференции по проблемам повышения финансовой грамотности. Наполнять лучшими практиками. Если вы не знаете, то я могу сказать, у нас на сайте есть специальный информационно-просветительский ресурс. Называется Финкульт-Инфо. Вот он вот так вот выглядит. Вот так вот он выглядит. Да. Вы на него можете зайти через сайт, как через сайт Банка России, так просто в интернете набрать вот эти. Вот так вот набрать. Да. Значит, на этом сайте, да, у нас размещены как материалы для преподавания, как все методические материалы, как виды лекций, которые можно, презентации, с которыми мы, как работники Банка России, тоже не выходим с самостоятельными презентациями. Мы выходим с теми презентациями, которые одобрены Банком России, которые размещены вот на этом сайте. В этом году мы активно работали с детскими лагерями отдыха, потому что сказали, что игровая модель, как уже отметила Наталья Валерьевна, игровая модель очень хорошо себя зарекомендовала в вопросах повышения финансовой грамотности. И поэтому сейчас запускается новый проект вот в виде игровой модели финансовой инфраструктуры, целью которого является формирование у детей модели рационального финансового поведения, развитие у них необходимых знаний и навыков, а также умений ориентироваться в сложном мире финансов. Очень много у нас вопросов, конечно, по подготовке педагогических работников. Почему-то обращаются к нам. Да, и мы, конечно, говорим, что самих педагогических работников мы не можем подготовить, но все материалы методические Банк России совместно с Минобразом разрабатывает, и все они в открытом доступе, в частности, также на этом Финкульт-сайте. Мы, конечно, понимаем, что все вносимые изменения
в части требований к освоению этой основной образовательной программы требует повышения квалификации, да, начиная уже от начальной школы. И мы, конечно, в силу своих возможностей будем помогать и способствовать тому, чтобы педагоги свою квалификацию повышали. Я так думаю, вот Минобраз нам уже отвечал, что формируются сейчас группы, да, желающих, да. Нам сообщили, что формируются группы желающих педагогов пройти вот от 18 до 72 часов какой-то курс повышения квалификации. Вот если у вас есть такое желание, и если у вас есть такая необходимость, вы можете обратиться в Минобраз, да, чтобы вот записаться в эти группы. Как я говорила, хочется остановиться на онлайн-уроках финансовой грамотности. Что такое онлайн-уроки финансовой грамотности? Значит, урок проводится в формате вебинара. Один лектор, много классов. Лекторы сертифицированные, как было уже сказано. Темы, все расписания занятий и темы все указаны. Запишите, пожалуйста, есть такой сайт. И я так думаю, что многие, может быть, школы уже в этом участвуют. Потому что по статистике, которую нам сегодня прислали, 11 школ Республики Коми уже или записались на эти онлайн-уроки, или уже что-то прослушали. А она с 18 сентября, осенняя сессия онлайн-уроков, стартовала. Поэтому сейчас те, которые, вот, может быть, не знали, могут вот выйти на сайт dni-fg.ru и всю информацию необходимую для себя там подчеркнуть. Почему говорят вот интерес этот онлайн-уроки? По отзывам учителей, почему они интересны? Потому что вот большая возможность коммуникации, нестандартная форма преподавания. Тут же в чате школьники могут задавать вопросы, и лектор отвечает на эти вопросы вот в прямом эфире, можно сказать. Расписание очень удобное, с 3 утра до 11 вечера. Но это в силу того, что много часовых поясов. Да. Поэтому каждый преподаватель, учитель может подстроиться к этому и выбрать тот предмет и урок, который ему нравится и что их интересует. Но вообще, в принципе, Банк России рекомендует пройти не меньше 3 уроков, да, онлайн-уроков, да, чтобы как бы закрепить. Значит, онлайн-уроки не содержат никакую рекламу, не преследуют они коммерческую выгоду и проводятся совершенно бесплатно. Вот. Принять участие в онлайн-уроках могут все школы, имеющие доступ к сети интернет. Компьютер нужен будет, устройство для вывода изображения на экран, проектор, интерактивная доска. Но вот по моему опыту, сколько я уже проходила в школах занятий, везде вот это мультимедийное оборудование уже в большинстве своем есть. Да. Вот. Это современный метод дистанционного обучения, я вам и всем как бы рекомендую, обратитесь, если у вас есть такая возможность к онлайн-урокам. Ну вот у меня вроде все, все основные моменты я рассказала. Да. Спасибо большое, Ирина Михайловна. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, вы можете писать нам в чат, можете подключаться к нам по скайпу и задавайте эти вопросы также устно участникам круглого стола. А можно я задам вопрос? Да, конечно. Вот говорили про конференцию по финансовой грамотности. Это всероссийская конференция, имеется в виду, или какая? Да. Это держать участие. Конференция? Да. Нет, что мы будем участвовать. У нас пока как бы никакой вот нам не сказали. Да. Просто мы будем, конечно, вот сейчас же мы проводили слет волонтеров в мае месяце. Это что же под эгидой как бы Банка России было? Пока у нас вот таких нету. Сказали, что будем проводить на регулярной основе. Да, планируем всероссийские научно-практические конференции по проблемам повышения. Наверное, без вас-то мы не проведем. Банк России. Наверное, это все будет вместе. Тем более, если хотят совместить наши все усилия, я думаю, все это будет вместе, и все будут в курсе. И еще вот тоже говорили по повышению финансовой грамотности, кто осуществляет вот эти обучение?
Обучение кого? Педагогов. Педагогов, да, это региональные институты развития могут, и в том числе высшие учебные заведения тоже могут делать какие-то краткосрочные курсы, да, для повышения финансовой грамотности педагогов. И вот все эти методические рекомендации мы направили. Мы направили как Минобраз методические рекомендации по повышению, так и в институт повышения, вот в наш институт это повышение образования. То есть я предлагаю, вот, опять же, потому что у меня тоже есть информация о том, что и финансовый университет Российской Федерации, да, и много других университетов тоже осуществляют вот это вот повышение. Ну да, получается, что тому педагогу, кому надо повысить квалификацию, он должен выбрать, да, где он хочет ее повысить. С точки зрения, где он считает, ему более дадут грамотные знания, да, и вот полные знания. Поэтому я к тому, что вот опять все-таки нужно и тут тоже объединить усилия, да, и сформировать общий банк какой-то информации, который бы учителям был интересен. Да, но тут мы можем только оказывать методологическую помощь, потому что все равно повышение квалификации будут заниматься специализированные организации. Мы не занимаемся повышением квалификации педагогов, мы только делаем как бы наполнение и сопровождение. Да, можем. Вот методические разработали, конечно, может быть, мы что-то сможем сказать, как нам вот сказала Поликарпова, да, ваша сотрудница Татьяна Дмитриевна, да, когда мы с ней встречались, она мне сказала, мы соберем педагогов, и вы расскажете педагогам, чтобы они сами повысили свою финансовую грамотность как потребители финансовых услуг. Вот это, пожалуйста. А уже обучать педагогов, как обучать педагогов, мы, конечно, и детей, мы, конечно, здесь некомпетентны. Да. Да, спасибо, да, уважаемые коллеги. Слово передадим Министерству образования Республики Коми, да, Савина Юлия Анатольевна, с точки зрения образовательных проектов и продвижения данного проекта в образовательных организациях Республики Коми. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Предыдущие коллеги уже сказали о том, где мы участвуем, и наше участие совместное, поэтому уже так вот обстоятельно останавливаться не буду. В целом у нас курс основы финансовой грамотности реализуется. В этом вопросе нужно отметить, вы знаете, вот очень город Интон. Потому что этот курс они реализуют от дошкольного до дополнительного образования. У них охвачены абсолютно все уровни образования. Вот Инта в этом вопросе, она, так сказать, пока у нас занимает лидирующие позиции. Хотя там количество учреждений не так много, там лицей, если я не ошибаюсь. Вот, но полностью они выстраивают его и ведут как курс. Инта. Далее у нас в этом году, с прошлого учебного года, в 17-18 учебном году, подключились на определенных уровнях образования, это Сыктывкар, Инта, Воркута, Ухта, Сосногорск, Печора, Усинск. То есть вот эти муниципальные образования, они уже тоже подключились. Конечно же, количество детей, если в целом каждый это, вот смотрю, так, вот тут порядка более 1000 детей уже охвачены финансовой грамотностью. Дальше это, конечно, мы принимаем во всероссийской программе нефинансовой грамотности в учебных заведениях. Да? Она тоже уже реализована в 109 образовательных организаций. Обязательно это онлайн-уроки финансовой грамотности. Здесь мы с вами сотрудничаем, не буду уже останавливаться. И это реализация, участие в реализации межведомственных проектов. Да. Вот. Это с Сыктывкарским государственным университетом. У нас был реализован проект для обучающихся 8-9 классов Академия финансовой грамотности и развития молодежного и инновационного предпринимательства. В целом по Республике Коми у нас уже в этом вопросе есть такие даже определенные уверенные шаги. Может быть, как вот вы в Архангельск ездили, у нас пока нет такой аккумуляции, представления этого опыта отражения, да, наглядно, но у нас на сегодняшний день уже есть что показать на территории республики и представить определенный опыт. Также вот уже говорили про секреты денежки, да? Секреты денежки, да. Проходил конкурс за своих творческих работ. Вот. Далее, конечно же, с нами тоже сотрудничает Коммерческо-капитанская академия государственной гражданской службы. И на сегодняшний день вами разработана программа, да, по повышению квалификации педагогических работников Республики Коми, проектирование и реализация содержания учебного курса «Основы финансовой грамотности» на сегодняшний день.
Вот. И у нас очень много мы принимаем участие в олимпиадах и конкурсах по финансовой грамотности. И у нас есть достижения, потому что в 2018 году 36 обучающихся принимали участие в 13-й Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, да. И в финал у нас вышел учащийся 10 класса 35-й школы города Воркуты Литвинов Сергей. То есть у нас есть достижения на российском уровне. Единственное, что нам нужно саккумулировать, скажем так, наглядно представить тот опыт, который есть при поддержке и взаимном сотрудничестве со всеми с вами, с представителями. Да. В целом все. Будем работать, не буду повторяться. Да. Можно я добавлю тогда? Вот я как раз надеюсь, что форум станет той площадкой, на которой будет представлен опыт всех организаций. И непосредственно, вот, может быть, та работа, которая заняла финал вышла, да. То есть вот как раз вот все вот эти достижения у нас в рамках финансовой грамотности будут представлены на этом форуме. Чтобы кто-то, может, взял за опыт, может, еще кто-то раз обратил внимание на те ресурсы, которые представляют, и, возможно, то есть вот надеемся. И вот этот проект «Основы финансовой грамотности», начиная уже с прошлого года, 2017-2018 учебного года, он тоже был размещен в сети интернет по уровню образования. И педагогам республики он также был направлен, что нужно в онлайн-режиме этим воспользоваться. То есть мы с этим знакомы, и у нас постепенно это входит в практику работы образовательных организаций республики. Это наш, да, проект? Нет. Он изначально шел и был разработан как интернет-ресурс, и там были разработаны уроки по уровням образования. Потом сделали как учебник. Да, потом уже второй шаг пошел, да, это уже второй шаг. Методические рекомендации для преподавателя. То есть из 3 он сейчас состоит. Да. Если так посудить, то вот в этом году, наверное, наиболее так ярко стало это транслироваться, этот проект, а уже предыстория, этот подготовительный этап, он шел 2 года, вот мы начинаем, да? Я хочу отметить также вот очень интересный проект ОСГУ есть в том числе, да, у них тоже преподают финансовые грамотности, проектный центр у них есть такой, да, там что-то связано с предпринимательством, тоже очень успешный. А вот он был, да, реализован, когда дети, может, я немножко не остановилась на нем, принимали 20 учащихся 8-9 классов из 7 школ города Сыктывкара. Вот, и в результате вместе были там приглашены педагоги университета и вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми, председатель комитета Государственного совета Республики Коми по бюджету и экономической политике и предприниматели. И дети составляли свои бизнес-проекты и их защищали. И эта форма тоже, как оказалось, что она очень востребована и интересна детям. И дают результат эффективный, потому что это своеобразно. Да, давайте передадим слово представителям Коми Республиканской академии государственной службы и управления и Наталья Вячеславовна Ружанская, заведующая кафедрой экономики и менеджмента КРАКС. Пожалуйста. Да. Здравствуйте всем еще раз. Да, мы на самом деле заинтересованы в развитии этого направления. Почему? Потому что, как показал опыт, он у нас не очень большой. Мы занимаемся этим вот так вот плотно в течение года того. С этого года мы внедрили дисциплину «Основы финансовой грамотности» уже непосредственно в учебные планы по практически всем направлениям подготовки. Мы преподаем это как самостоятельную учебную дисциплину для первых, для вторых курсов. И интерес дети проявляют действительно большой, потому что я смотрю по посещаемости, по заинтересованности, по вопросам. Мы только начали, только месяц прошел, но тем не менее мы видим, что системные знания, именно системные знания, да, которые в какую-то оболочку вот такую и теоретическую, и практическую одеты, они дают гораздо больший результат, нежели просто, как вот мы в течение прошлого года приглашали специалистов всевозможных, они им читали лекции по каким-то направлениям, да, послушали, да, интересно, но системных знаний все равно не хватает. И поэтому я считаю, что вся та работа, которая сейчас проводится
в течение уже вот многих этих лет, да, и Минфином, и Банком России, и вот Минобраз потом подключился, она в итоге должна вылиться в какую-то методическую поддержку системную. То есть в любом случае, я, конечно, понимаю, что вот по рекомендациям, да, надо встраивать основу финансовой грамотности в различные предметы в школе, но поскольку я этим вопросом уже давно занимаюсь, я читала об опыте реализации и Германии, и Дании, и Чехии, Норвегии, Японии. И вот как показывает практика, в основном результаты дают только, есть вообще какие-то результаты по изучению финансовой грамотности, по владению основой финансовой грамотности, тогда, когда это самостоятельный учебный курс. То есть это подтверждает даже опыт вот таких вот ведущих стран в этом направлении, как Германия, Япония, Сингапур. Поэтому я думаю, что мы все-таки должны как-то настраиваться на что? На то, что это будет самостоятельный предмет в школе, вот как в Инте, да, они, видимо, реализуют это как отдельный предмет, да? От возможности образовательной. Понятно, да, но как-то надо вот все равно как-то надо стараться, да? То есть как самостоятельный учебный предмет. Ну, эффективный, да. Ограничены по предельному количеству часов, и с учетом запросов родителей нам бывает не всегда возможно давать все, что мы хотим. Ну, вот есть возможность, конечно, там реализуем. Вот результат есть тогда, когда это действительно системно, то есть мы переходим последовательно от одной темы к другой, и мы понимаем, да, что начинать надо с того, как вообще принимаются финансовые решения, но мы больше ведь ориентированы на взрослое уже, считаем, население, да, им по 18 практически всем, да, когда они поступают, и заканчиваем тем, как не попасться на удочку тех же финансовых мошенников, чтобы они уже понимали, с чем они могут столкнуться, когда они владеют какими-то знаниями, да, где их может ожидать какая-то ловушка. Поэтому мы вот как-то хотим стать вот тем методическим центром, да, на базе которого будут сконцентрированы вот эти вот наши, скажем, образовательные, да, все ресурсы при поддержке, конечно, КРИРО и всех вас, чтобы мы могли и участвовать в повышении квалификации педагогов, и проводить всевозможные мероприятия системные, да, регулярные, может быть, и в онлайн-режиме, и офлайн-режиме, когда приезжают и слушают уже какие-то лекции непосредственно, да, и приглашать уже на наши занятия специалисты. Если, допустим, у меня тема по кредитам, по займам, я пригласила, и какое-то время в течение 20-30 минут на моем занятии выступили уже непосредственно те, кто с этим работает. И у нас еще дополнительное профессиональное образование. Вот тут. Да, можно я тоже добавлю? Конечно, Елена Николаевна, да, директор Института дополнительного образования управленческого консалтинга. Как раз, да, Сверелкина Елена Николаевна. Да, я хотела бы просто в продолжение того, что сказала Наталья Вячеславовна, добавить, что мы понимаем, что к данной дисциплине нужно подходить именно системно, и мы понимаем, что школа ограничена и во времени, и в ресурсах, поэтому мы решаем этот вопрос в рамках дополнительных программ. У нас есть два вида программ: дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование, и в оба подвида доп. Образования мы стараемся внедрить эту дисциплину очень основательно. У нас есть долгосрочные программы для старшеклассников, и эта дисциплина присутствует в этих долгосрочных программах системно. То есть вот не какие-то там отдельные лекции, отрывочные знания, а именно системная дисциплина. И ведет занятия Наталья Вячеславовна с ребятами. Вот. И у нас есть краткосрочные тоже дополнительные программы для школьников, которые мы можем реализовывать и в каникулярное время. По этим направлениям: основа финансовой грамотности, финансовый калейдоскоп. И, можно сказать, что очень близко к этой теме это предпринимательская деятельность, программа «Я предприниматель». Тоже 72 часа. И мы вот пытаемся в рамках доп. Образования ознакомить ребят с этими формами, с различными формами работы. Мы понимаем, тут уже много было сказано о том, что игротехника у нас сейчас приоритетна, она эффективна, но надо понимать, что для того, чтобы хорошо поиграть, вначале нужно хорошо обучить, должна быть лекция хорошая. То есть даже любую игру, если самую интересную взять, сложную игру, вот у нас сейчас в разработке
скажем так, в проработке игра с финансами на «ты», которую опробировали в Артеке Орленке в этом году, а мы узнали о ней, принимая участие в форуме финансовых волонтеров и привезли, да, тоже привезли себе. Вот. Для того, чтобы сыграть в эту игру, все равно нужна какая-то лекция, нужен какой-то вводный курс. Поэтому вот как бы говорить о том, что мы придем, поиграем и сразу же все поймем, наверное, не получится. Это нужно сразу же понимать, что отдельные лекции, наверное, не дадут большого опыта, и поэтому вот для нас работа над основами финансовой грамотности – это большая серьезная работа, которая начинается с небольшой лекции, пусть она будет 15-20 минут, но она должна присутствовать, и она должна быть преподнесена в интересной форме экспертам в этом направлении, а потом это все может быть отработано в игровой форме, в самой интересной, с новыми методическими материалами, и Академия сейчас над этим работает, готова поделиться с педагогами, в том числе и в рамках этого форума, который пройдет 12 декабря, мы покажем, надеемся, что вот эту игру с финансами на «ты», потому что сейчас мы работаем очень плотно с разработчиками этой игры и, в общем, задаем очень много вопросов, потому что там возникают вопросы. Игра экспериментальная, и хотелось бы нам тоже поделиться этим опытом. И второе направление, о котором я, наверное, должна тоже сейчас сказать, это вот дополнительное профессиональное образование, в рамках которого мы можем представить и преподавателям, учителям системные знания в финансовой грамотности. Потому что, что такое финансовое просвещение? Потому что, понятно, материалов много, лекций много, но учителей не всегда хватает сил, времени, чтобы изучить самостоятельно все эти материалы, сориентироваться во всем этом многообразии материалов. Иногда бывает проще прийти в аудиторию и послушать лекции, задать вопросы, отработать это в рамках практического занятия. Поэтому вот Академия представила этот курс повышения квалификации, направленный именно на освоение предметного содержания этой дисциплины, и я думаю, что мы в рамках этого же курса сможем представить наши практические наработки, в том числе, если преподаватели, если учителя решат принять участие в этих курсах, то мы, естественно, и в игры все сыграем с ними, и покажем, как можно использовать эти игры, и я думаю, что другие свои наработки тоже, и как бонусом все наши интерактивные игры, которые мы сейчас осваиваем, мы сможем показать. И, конечно же, наше участие в различных конкурсах тоже можно отметить. Это конкурс творческих работ по бюджетной тематике, по финансовой тематике. Да, мы тоже принимаем участие, организуем этот конкурс. Нам бы хотелось тоже охватить больше районов. В следующем году мы, наверное, пересмотрим какие-то номинации, подходы. Я думаю, что будет больше участников, и нам самим тоже очень интересно все это организовывать. Поэтому создание методического центра на базе Академии как вариант, я думаю, можно рассматривать, и руководство бы, я думаю, тоже поддержало. Руководство, безусловно, поддержит этот вопрос. Я еще хочу добавить, что мы подготовили учебное пособие по основам финансовой грамотности. В этом году у нас выступили рецензентами природа, так что мы как только его выпустим, можно будет использовать этим ресурсом видимо тоже. И еще один момент хотела действительно подчеркнуть, что насколько важна все-таки теоретическая подготовка, она должна быть, потому что когда мы сами начали эту игру опробировать, у нас, у взрослых людей, которые, можно сказать, почти с финансами на «ты», у нас уже есть опыт жизненный, возникали вопросы, каким образом нам заполнить те или иные графы в таблице и так далее, как нам посчитать остаток, чем он отличается от сальдо, и, в общем, вот такие вот вещи. Так что я думаю, что это правильно отметили, что финансовое просвещение педагогов, оно здесь будет играть тоже очень важную. Для того, чтобы мы увеличили охват и делали это эффективно. Да, ресурсов много, но точно можно сказать, что когда начинаешь искать и там, и там, всегда рассеивается внимание, ты не можешь сконцентрироваться. Желательно, чтобы был какой-то, основы нужны.
Да. Как дом, да, без фундамента. Да. Все это здорово, это действительно очень хорошая такая поддержка, подмога, но без теории не обойдешься. Да, без теории нет практики. Кстати, да, я хочу еще отметить, что кроме вот того конкурса, который проводит «Секреты денежки», да, СКРАЦ, они еще и проводят по нашему ходатайству, да, конкурс по представлению бюджета для граждан, в котором, в принципе, тоже есть номинации, которые связаны с разработкой, можно даже сказать, каких-то методических разработок по представлению финансовой этой информации, бюджетной, более узкая, да, специальность, бюджетной информации. Поэтому, если у педагогов у вас есть какие-то уже наработки, какие-то проекты, в принципе, вы с ними можете участвовать. Единственное, что нужно каждый год отслеживать тематику этого конкурса, потому как этот конкурс у нас, опять же, двухуровневый. То есть он федерального значения, мы на региональном этапе отбираем проекты, и победители уже отправляем на федеральный уровень. И тоже также отмечу, что конкурс у нас, призы этого конкурса денежные. Тоже у нас СКРАЦ проводит совместно с Министерством образования. Тут мы друг без друга никуда. Да, спасибо, уважаемые коллеги. Если есть что-то, вот Алена Егоровна что-то добавить, да, Севиль Валерьевна что-то добавить. Да, так, ну в таком случае, уважаемые коллеги, я смотрю, у нас в чате вопросов пока еще не поступило, наверное, довольно большой объем информации, и вопросы мы будем получать в том числе и после завершения работы круглого стола. Тогда позвольте я озвучу те основные моменты, которые предлагаю внести в резолюцию по итогам круглого стола. Значит, следующие были предложения, что необходимо организовать работу с волонтерами финансового просвещения, поскольку они должны иметь сертификат, позволяющий работать с детьми, да, и, может быть, и с педагогами тоже. То есть вот такой момент. Далее, разработать интернет-ресурс, на котором возможно было бы взаимодействие всех участников, чтобы там каждый педагог мог выбирать тему для изучения. Пропаганда онлайн уроков, да. Чуть-чуть поправлю, все-таки ходатайствовать его разработки. Ходатайствовать. Мы сами, да, к сожалению, у нас нет таких средств бюджетной разработки, да, а ходатайствовать, чтобы это было всероссийский какой-то ресурс. Да. Так, да, спасибо. Далее. Так. Это уже было. Необходима координация всех органов, ведомств и структур образования для слаженной системной работы по данному направлению. Ну и Академия государственной службы проявила инициативу создать на своей базе методический центр по сопровождению, значит, финансового просвещения, да, и подготовки специалистов. Ну, условия, да. Я думаю, что этот вопрос нужно обсуждать с руководством, потому что условия создания этого центра, конечно, вот просто у нас есть такое желание, инициатива, но условия создания этого центра нужно обсуждать. Вот, так я бы инициатива. Сказала. Да, у нас есть инициатива, и требует проработки вообще этот вопрос. Ну, также по предварительным, значит, обсуждениям данного круглого стола было вынесено предложение на портале «Открытое образование Республики Коми», komi.edu.ru, создать ресурс с вводным курсом по основам финансовой грамотности. И, возможно, этот ресурс станет также аккумулятором и как раз-таки вот этим координатором, да, сетевых различных проектов, где мы разместим всю ту информацию, да, которую вы посоветовали сегодня, о которых рассказали, да, от Академии государственной службы, и вот этот портал «Открытое образование Республики Коми» как раз-таки возьмет на себя вот такую роль координации для педагогического сообщества, да, для педагогов Республики Коми по координации как раз-таки всех источников, ресурсов, мероприятий, которые будут постоянно наполняться
и где каждый педагог, каждый руководитель образовательной организации сможет взять для себя, для своих детей, для родителей детей, которые у них занимаются, обучаются, информацию об актуальных направлениях, курсах и так далее. Да? То есть вот в таком случае предлагаю проголосовать за резолюцию по итогам проведения круглого стола. Вот, если да, в таком виде мы ее принимаем. Резолюция, уважаемые коллеги, будет размещена в новостной ленте КРИРО, также направлена во все муниципалитеты Республики Коми. Большое спасибо, благодарю всех. Большое спасибо. Архангельск там у них уже целая. Я говорю, Архангельск там